Глава 4. А в Европе франки. Теперь посмотрим, как начинался этногенез в Западной Европе. Сначала в V-VI веках в Западной Европе был полный хаос. Римская империя, упавшая от собственной тяжести, стала добычей небольших кучек германцев и славян, которые в нее проникли. На запад пошли германцы, на восток славяне, но дело не в этом. Какова была численность тех племен, которые захватывали территорию Римской империи? Вандалов, например, было всего 20 тысяч воинов. Одна дивизия. Они захватили всю Северную Африку. Там их довольно быстро прикончили. Население было не за них. Прижиться прибалтам на границе Сахары было трудно, и, попиратствовав около 100 лет, они оказались завоеванными и уничтоженными византийцами. Вестготов было в 4 раза больше. Они захватили половину Франции, всю Испанию, за исключением северо-западного угла, где засели свевы. Они выгнали вандалов. Вы представьте, 80 тысяч человек на пространство, которое простирается от современного Пуатье и Орлеана до Гибралтара. То есть среди местного населения они там были ничтожной прослойкой. Занимали они, правда, довольно высокие должности. Короли были из их среды и вельможи тоже. Но жениться-то надо. Кроме того, раз жена и дети, надо иметь слуг. И все это местное население. Дом с женой, детьми и слугами – это уже единая система. В общем, вестготы, оказавшись поглощенными этими системами, потеряли силу сопротивления и были очень быстро разбиты. Сначала франками на севере, а потом арабами на юге, и в результате потеряли свою самостоятельность. И в таком жалком состоянии находилась вся Европа, которая в VIII веке была объектом нападения всех соседей, которые того желали. Германцы, захватившие Римскую империю и расселившиеся там, чувствовали себя крайне неуютно, хотя они были хозяевами положения. Большинство латиноязычного населения, они назывались вельски или волохи, их терпеть не могло, считало хамами, дикарями, пьяницами и относилось к ним очень плохо. Победившие германцы, франки, бургунды, готы, считали своих латиноязычных подданных трусами, подхалимами, интриганами и тоже их терпеть не могли. При таком положении, естественно, никакого единства в Западной Европе не было. И выигрывали те племена и народы, которые меньше всего успели пройти по пути прогресса, а прогрессом в это время считалось разложение общества, охватившего весь этот огромный полуостров. А те, которые были более или менее отсталы, еще сохраняли некоторую силу и боеспособность, элементарную честность и преданность своим вождям. Такими были франки. Они жили в низовьях Рейна, на отшибе, и поэтому, когда все прочие успели разложиться, франки сохранили какую-то боеспособность и силу. Франкский вождь Хлодвиг захватил сначала местность между Марной и Луарой, где ныне помещается город Париж, потом выгнал готов за Пиренеи в Испанию, подчинил себе алиманнов на Среднем Рейне и бургундов, которых он не покорил окончательно, но сделал их зависимыми. Но мужество трудно сохранить, ведь разлагаться и предаваться излишествам очень приятно. Это гораздо легче, чем соблюдать верность, доблесть, жертвовать жизнью ради своей родины. И поэтому франков постигла общая судьба. Они разлагались с такой энергией, что догнали в своем разложении все прочие германские племена. У потомков Хлодвига начались невероятные распри между собой, причем, как всегда бывает при распадении, разлагается сначала слабая часть, то есть мужчины. Но потом разложение охватывает и женщин. И такие преступления, какие совершили франкские фаворитки-соперницы Фридегонда, Брунгильда, ни с чем не сравнимы. Они убивали детей своих соперниц, они отравляли претенденток на ложе короля и вообще всячески истребляли друг друга. Фредегонду убили, Брунгильду захватили в плен, обвинив ее в смерти 4 королей и 48 принцев, огромного количества людей, совершенно ни в чем не повинных.
и поэтому ее 3 дня пытали, а потом привязали к дикой лошади и пустили по полю. Так что Западная Европа не представляла никакой опасности в это время. Как я уже сказал, арабы с ничтожными силами, не имея конницы, сумели дойти от Гибралтара до Луары с 711 по 732 год, практически не встречая сопротивления. Еще хуже для Европы были степные кочевники. В VI веке, когда создавался Великий Тюркский каганат, небольшая кучка туранцев, племя Хион, живших между Аральским морем и рекой Яик, сейчас это река Урал, убежала от тюрок. Бежать можно было только на запад. Туранцы прошли сначала за Дон, наводя на всех страх, потому что они объявили себя великими завоевателями с востока, и все местные жители им поверили. Потом, когда обман вскрылся, было уже поздно. Затем они убежали за Днепр, потом, боясь, что тюрки их и там застанут, перевалили Карпаты и захватили среднее течение Дуная, страну Паннонию. Это был народ, известный в литературе как авары, а по-русски обры. Было их очень мало. Отряд, пришедший туда первым, составлял около 20 тысяч человек, а к нему присоединилось еще 10 тысяч догнавших их. Таким образом, если мужчин было 30 тысяч, то значит общая численность населения не превышала 120-150 тысяч человек. Это же ничтожное население, население одного среднего города. И тем не менее, своими набегами они опустошили Германию, почти всю Лотарингию, то есть восточную часть Франции, ворвались в Италию и на Балканский полуостров, доходили до стен Константинополя. Нас интересуют не эти завоеватели. Особых сил, как мы видим, у них не было. Показательна та способность сопротивления, которую демонстрировали тогдашние европейцы. С ними можно было расправляться как угодно. Но все это происходило примерно до 700 года, точнее в промежуток между 596 и 730 годами. И тут появились люди, которые начали оказывать сопротивление. Это были ранние каролинги: Карл Мартел, его сын Пипин Короткий и сын Пипина Карл Великий. Они стали собирать людей, на которых могли положиться. И этих людей они называли хорошо нам известным словом «товарищ». Товарищ по латыни «комитус». Отсюда «комитет». На немецкий язык это слово переводится как «граф», а по-французски так и будет «конт». Эти товарищи составляли дружину короля. Но очень сложно управлять страной, совершенно не способной ни к самозащите, ни к самоуправлению, страной, которая даже и налоги-то почти не могла платить, ибо крестьяне делали такую маленькую запашку, чтобы только прокормить себя и семью, а вообще-то они работать не хотели. Все равно отнимут, бессмысленно. Чтобы крестьяне стали работать, надо было создать для них какие-то условия. И тогда этим товарищам, сирич-графам, стали выделять места для поселения, которые они должны были своими средствами охранять, за что они получали невиданную в древности вещь – бенефициум, то есть зарплату. Бенефициум значит благодеяние. Если он обслуживал, скажем, какой-то район, то он имел право собирать налог с жителей и брать его себе, чтобы на эти деньги себя, семью и войско свое прокормить и защитить этих жителей. Он был в этом заинтересован. Иногда ему давали мостовую пошлину, иногда доход с какого-нибудь города, который числился в королевской казне. Так возникли феодалы. И тут надо внести ясность, потому что, согласно социологической школе, феодализм возник значительно раньше. И это правильно. Феодализм и феодалы той или иной страны – это понятия далеко не всегда совпадающие. Феодализм – это способ производства, при котором работающий крестьянин является хозяином средств производства, но платит ренту своему феодальному владельцу. Такой феодализм начался в Риме, в римских владениях, Галлии, Испании, Британии еще в III веке, когда выяснилось, что невыгодно держать рабов в тюремных помещениях или специальных эргостериях, фабриках, а выгоднее превратить их в колонов, то есть поселить их на земле, пусть занимаются своей работой, но только платят. Как формация, феодализм возник уже тогда, и с тех пор
с III века, а уж с IV бесспорно, существовал. Тут можно спорить о разнице в десятилетиях, но для нас это не имеет значения. Но дело в том, что в начале тех феодалов, которые известны по литературе, таких пышных, с плюмажами, с гербами, в латах, с большими мечами, с перчатками, которыми они били друг друга по лицу, а потом тыкали друг друга копьями. Вот таких феодалов тогда еще не было, хотя феодальные отношения были. А рыцари тоже ведут свою родословную от товарищей Карла Великого. Ну и они, естественно, использовали ту экономическую систему, которая существовала до них. Ибо что надо служащему человеку? Чтоб ему его службу оплачивали. Ну, оплачиваешь этим способом, ладно. А давал бы ему король деньги прямо из казны, он бы и на это согласился, ему было все равно. Нас же с точки зрения этногенеза интересует, откуда каролинги набрали этих людей. Были ли это остаточные богатыри эпохи великого переселения народов или будущие рыцари и бароны? Надо сказать, что, видимо, в эту переломную эпоху было и то, и другое. Но тут они, так же как мухаджиры при Мухаммеде, объединились вокруг Карла Великого, и даже создался цикл поэм и баллад о рыцарях круглого стола или пэрах Франции. Рыцари круглого стола группировались вокруг мифического короля Артура, а пэры Франции вокруг Карла Великого. Король был первый между равными, он с ними вместе пировал, он с ними вместе ходил в походы. За предательство же наказывал не сам король, а бог, помогающий на поединке правому одолеть неправого. То есть они жили как единая, крепкая, хорошая банда, возглавлявшая страну. Карл Великий получил свое прозвище за огромное количество побед, которые он одержал. Но когда подсчитываешь все его победы, то приходишь к мысли, что ситуация более или менее постоянная. Немцы побеждают немцев. И тогда побед очень много. Но когда они сталкиваются не с немцами, то сразу победы их кончаются. Карл Великий попробовал отобрать у арабов часть Испании, совершил поход через Пиренеи, но на обратном пути весь его отряд был вырезан басками. После этого арабы заняли территорию снова. Вторым походом он захватил Барселону и территорию, которая сейчас называется Каталонией. Арабы не сочли ее достойной завоевания. Арабы через некоторое время взяли Барселону, разграбили ее, а потом оставили снова. Это было уже много лет спустя после похода Карла. Еще несколько побед одержал Карл Великий над аварами, но они свелись к тому, что вся огромная империя Карла Великого воевала с одной маленькой аварией, и им удалось разбить укрепленные аварские лагеря к западу от Дуная. К востоку франки уже не прошли. Тем не менее, Карл Великий короновался императорской короной в 800 году. То, что сделал Карл Великий, сломалось. Сломалось очень быстро, ибо для того, чтобы набрать себе нужное количество товарищей, то есть графов, и поставить во главе их воевод герцогов, и снабдить их достаточным количеством рядовых, то есть баронов, баро по-саксонски значит «человек», нужно было собрать все пассионарные силы тогдашней Европы. А она была маленькая и простиралась всего от Эльбы до Пиренеев и от Альп примерно до Нормандии. Британия в нее не входила, там были кельты, они не считали себя сопричастными европейскому миру. Графов собрали со всех германских племен. Собрали со всех уцелевших от Рима галло-римлян, приглашали посторонних, кого можно. Если попадались какие-нибудь пленные хорошие, то и их. Арабам, например, когда брали в плен, предлагали креститься и зачисляли в товарищи. Почему? Потому что людей мало. Но из этого кавардака ничего не получилось, потому что этнос — это не просто социально организуемая единица. Социально ее нельзя организовать, она должна еще иметь и свои природные формы. Французы и немцы. Карл Великий умер в 814 году.
а при его сыне Людовике Благочестивом начались распри, которые закончились к 841 году полным развалом империи. По какому принципу она разделилась? По территориальному. Западная часть, которая сейчас составляет большую часть территории Франции, была романоязычна. Там говорили на испорченной латыни, которую мы сейчас считаем французским языком. Восточная часть была германоязычна. Там говорили на разных немецких наречиях, одно из которых мы сейчас изучаем в школе. Немцы понимали друг друга с 5 на 10. Будущие французы понимали друг друга легче, но самое главное, что те и другие составляли два крыла одной империи и терпеть не могли друг друга. Германцы говорили, что, мол, мы храбрые богатыри-завоеватели. Ну, там читать, писать мы, конечно, не умеем, но зачем это настоящим мужчинам и тем более красивым женщинам? Мужчины должны воевать, а женщины рожать как можно больше детей и воспитывать их, потому что воевать придется долго и все равно большую часть перебьют. В этом они видели смысл своей жизни, а кроме того, напивались часто и много. А западные сохранили остатки римской культуры и говорили: ну, что с этими охламонами разговаривать? Дикий же народ, храбрость у них, конечно, есть, но ведь и мы не лыком шиты, и вообще неприятно даже с ними одним воздухом дышать. То ли дело, я приду к своей Матроне, поговорю с ней о Сидонии Аполлинарии или о Лукиане. А если даже я ничего этого не знаю, то все равно у меня дедушка это знал. Как многие у нас сейчас говорят, я французского языка не знаю, но вот бабушка знала хорошо. А они примерно так же говорили про латынь. И вообще, ну как это можно жить с немцами? А посередине, между Роной, Рейном и Альпами, поселилось третье племя, совершенно ни на кого не похожее — бургунды. Бургунды были самые культурные из всех германских племен. Они были очень высокие, рыжебородые, бород не стригли, волосы тоже носили довольно густые и выпить были не прочь, но притом были очень добродушны и способны к наукам. То есть были они германцами, хлебнувшими древнеримской культуры. Кроме того, они были ариане, это одно из ответвлений ранней христианской церкви, и поэтому выделялись среди прочих. Их потом заставили принять католичество, но они сделали это с большой неохотой и выделялись как что-то особое. Таким образом, сформировались три непохожие друг на друга породы людей. Причем они друг друга отличали великолепно. Если человек приезжал откуда-нибудь из Китая или из Персии, то такому все европейцы казались на одно лицо. Но как только он там поживет, он видит, что они различны. А поскольку они были различны, то они и хотели жить различно, а империя-то была одна, от Эльбы до реки Эбро в Испании и половины Италии. Другой половиной завладели византийские греки. В столь разнообразной стране управление должно было быть единым, но кому достанется власть, было неясно. У Карла было 3 сына, и они схватились между собой. Сначала двое, Людовик Немецкий и Карл Лысый, напали на старшего брата Лотаря, который носил титул императора, и разбили его в битве при Фонтане. Случилось это в 841 году, и этот год рождения Европы. Объясню, почему. Лотарь бежал, но что было странно, и это отмечают даже хронисты, обычно после большой битвы победители убивали раненых побежденных, а тут они говорили: «Зачем мы воюем? Мы же все-таки свои. Принцип у нас разный. Вот вы защищали Лотаря, который был за единство империи, чего мы не хотим, но все равно мы же не чужие, и носили раненым врагам воду. Война, как видите, приобрела вдруг особенности, несвойственные воинам того времени». И кончилось это тем, что через 2 года в городе Страсбурге Карл и Людовик зачитали клятву друг другу, причем Людовик читал на французском языке для воинов Карла, а Карл на немецком языке для воинов Людовика.
Клятва была в том, что они делят страну пополам. Немцы отдельно, французы, впервые было произнесено это слово, будут тоже отдельно. До этого не было никаких французов и немцев. Были вельские, а на востоке были всякие немецкие племена, называвшиеся тевтонами. А тут уже было сказано, что немцы и французы — это различные франки. Франки были и на той, и на другой стороне, ибо франки — это название того германского племени, которое возглавляло всю империю, а империя развалилась. Викинги. Практически одновременно с французами и немцами создались еще два народа – астурийцы, будущие испанцы, прародители нескольких испанских этносов, и викинги. Викинги – это молодые люди, которые не хотели жить дома, а хотели заниматься всякого рода хулиганством. И поэтому домашние хевдинги, считая, что в этом есть большая угроза их собственному благополучию, неугодных братцев и детей выгоняли из дому и грозились, что они их убьют. И тогда эти самые ребята создавали банды, делали укрепленные поселки, которые назывались вик, отсюда по одной из гипотез слова «викинги». А потом, чувствуя, что такой поселок, укрепленный чистоколом или земляным валом, взять-то ничего не стоит своим собственным родственникам, они садились в ладьи и спасали свою жизнь бегством. Ездили они по всем северным морям. Действовали викинги чисто по-пиратски. Подплывали они к какому-нибудь пустому берегу, высаживали десант, грабили всех, кого можно было, и уходили обратно. Ярость у них была невероятная. Но надо сказать, что эта ярость не связана с их национальным характером. Скандинавы — народ тихий, и особенной храбрости и боеспособности до IX века не проявляли. Но им до такой степени хотелось одержать победу, что они применяли биостимуляторы. Водки у них в те времена не было, ее еще не умели делать, так они брали мухоморы, сушили их, разрывали потом на части, глотали и запивали водой. Этот биостимулятор лишает человека страха, поэтому они без всякого страха шли в атаку с такой яростью, что одерживали победу. У меня есть один оппонент, об умственных способностях которого я имею особое мнение. Он написал, что создался феодализм, и поэтому они стали такими могучими. А при чем же здесь мухоморы? Дело в том, что, во-первых, у викингов феодализм не создался, а во-вторых, перемена социального строя, скажем, рабовладение на феодализм, никак не делает людей более боеспособными. Если ты трус и дрянь, то ты им и останешься при любой формации. Дело было не в этом. Ему, моему оппоненту, и в голову не пришло то, что биостимулятор – это очень важный этнографический признак. Во время моей юности басмачи ходили в атаку на пулемет, накурившись анаши и натерев опиумом морды коней. И кони шли на пулемет, и басмачи шли на пулемет. Из сотни доходили 2 человека и одерживали победу. Так что биостимуляторами пользуются и очень часто. Но весь вопрос в том, когда возникает нужда для того, чтобы это делать. Тогда и стимул возник. И он создал викингам репутацию исключительно бесстрашных, боеспособных и очень мужественных воинов, каковыми они на самом деле не являлись. Кроме того, что они ходили по северным морям, они огибали Гибралтар, грабили берега Испании, появлялись в Средиземном море, громили берега Франции и Италии и столкнулись здесь с арабами. А арабы и их союзники, особенно берберы, это народ действительно мужественный, действительно смелый. Им не нужны были никакие наркотики, и они этих викингов гоняли по Средиземному морю. Викинги стали наниматься в Византию на службу, потому что гораздо лучше служить начальнику и получать зарплату, чем действовать на свой риск и страх при наличии сильного противника. Так вот, эти наемники носили название, наверняка вам известное. Греки их называли варангами, а по-русски это будет звучать варяг. Вот что такое слово «варяг».
Это не название какого-нибудь этноса или какой-нибудь лингвистической группы, а название профессии. То, что говорю я сейчас, это не я придумал, это сообщается в исключительно ценной, изданной в начале нашего века монографии академика Васильевского, который глубоко исследовал этот вопрос. Кроме Испании, Франции и Италии, викинги достигли Британии, на короткое время захватили Ирландию, Гренландию, вышли в Северную Америку, и, по последним сведениям, скандинавские руны обнаружены в Парагвае и Боливии, то есть они, оказывается, продвигались по всему берегу Америки и почти нигде не оставили реальных своих следов, потомков, культуру. Только археологи находят отдельные вещи и остатки зданий. Закрепиться викингам очень мало где удалось. В Северной Англии, в Южной Шотландии и на южном берегу Ла-Манша они получили для поселения опустошенную ими же страну, и до сих пор там живут их потомки. Это Нормандия. В Британии они обританились, хотя свой норвежский язык они сохраняли до XX века, и только благодаря радио и телевидению сейчас его забыли. А в Нормандии они офранцузились, и гораздо быстрее, потому что французы, сложившиеся вокруг города Парижа, были исключительно смелыми и отчаянными людьми. Феодальная революция. Вскоре после смерти Карла Великого, уже при его сыне, наряду с этнической дивергенцией началась социальная, феодальная революция. Она спасла Европу от двух мощных противников – скандинавских викингов и арабов. Арабы успели захватить почти всю Испанию и часть Южной Франции. Викинги грабили все побережье, а обры с берегов Дуная – внутренние территории. Европейские крестьяне, не обученные военному делу, сопротивляться не могли, и тогда герцоги, графы и бароны, имен которых мы не знаем, начали вдруг очень интенсивно и мужественно сопротивляться нападениям и сарацинов, и викингов, и обров. Они ненавидели греков, презирали итальянцев, которые проживали последние крохи, у которых такой храбрости не было, плавали на Британские острова, где тоже были остатки великого переселения народов, англы и саксы, уже потерявшие способность к защите от тех же самых викингов и норманнов. А вот в центре Европы эти будущие феодалы, при всех неприятностях своего характера, оказались воинами весьма дельными, потому что они продолжали кооптировать в свою среду людей толковых, смелых, верных, умеющих сопротивляться. Они все время обновляли свой состав. Кончилось это дело тем, что однажды викинги вошли в устье Сены, разграбили все, что могли, прошли до города Парижа и решили разграбить его. Париж в то время был городом не очень большим, но довольно заметным. Парижане, конечно, бросились в церкви молиться, чтобы святые спасли их от ярости норманнов, но у них оказался толковый граф Эд. Он сказал: «Святые нам помогут, если мы сами себя не забудем. А ну-ка все на стены». Собрал кучку своих ребят и стал всех выгонять на стены, защищаться. И чтобы жены и ребятишки, которые повзрослее, таскали воду и пищу, а тех, кто кричал «я не пойду», «у меня миокардит», вот справка от врача, он тут же хватал с помощью своих ребят и тащил на стену. Постоишь и с миокардитом, ничего. Результат был совершенно потрясающим. Норманы взялись всерьез штурмовать Париж, не могли взять. Явился Карл Простоватый, король из династии Каролингов, потомок Карла Великого, с войском. Постоял и ушел. Побоялся связаться с норманами. А Эд кричал: «Не смейте уходить со стен, вот я вам дам, вот покажу». И Париж устоял. Это произвело на всех большое впечатление. И хотя тогда не было ни телефона, ни радио, ни телеграфа, ни почты, но узнавали люди новости не хуже, чем мы, из уст в уста. И все пришли к выводу: вот такого бы нам короля. И отказались подчиняться законной династии, а провозгласили Эда королем Франции. Ну, правда, у него этот номер не прошел, преждевременно было.
Но история повторилась через 90 лет, в 888 году, когда Гуго Капет, тоже граф парижский, таким же образом был провозглашен за свою энергию, за свои личные качества королем Франции. А каролингам отказали в повиновении. Последнего поймали в городе Лансе, посадили в тюрьму, где он и умер. Что это такое? Это еще один вариант бунта пассионариев, опирающихся на людей гармоничных и субпассионарных, против устаревшей системы, потерявшей пассионарность. И заметьте при этом следующее обстоятельство. Потомки Людовика Благочестивого, и французские, и немецкие, были люди исключительно бездарные. Спрашивается, зачем же тогда французы и немцы поддерживали таких королей? Да они не королей поддерживали, они выдвигали их просто как знамя, как лозунг, как идеограмму, как символ, как значок, за который можно сражаться, защищая свою независимость. В конце концов, им было безразлично, какие ритуальные слова произносить, когда они шли в бой за Карла или за Людовика, за черта лысого. Шли-то они ради себя, ради своих святынь и своих потомков. Так что в IX веке стала выкристаллизовываться Западная Европа в том виде, как мы ее знаем. И для нее характерно то, что неизвестно никому другому в мире – национальный принцип. «Нацио» по латыни это буквально значит «рождение». Рождение, язык и территория – вот что соединяется в этом термине. Но такое понимание было характерно только для западных европейцев и ни для кого больше, потому что человек, живший в Китае или в Монголии, или в арабском халифате, руководствовался совершенно иными принципами определения своих и чужих. Таким образом, «нацио» эквивалентно нашему термину «этнос» и отнюдь не эквивалентно нашему современному понятию «нация». Так что не следует путать. Нации современного типа создались только при капитализме, а тогда они так назывались, но были по существу этносами. Два индикатора. А теперь подведем итог. Мы рассмотрели несколько вариантов начальной фазы этногенеза, фазы подъема, коснулись разных эпох и стран. Так спросим себя, а что же есть общего между Византией до Константина, мусульманами времен первых халифов, китайцами династии Тан, европейцами эпохи раннего феодализма? А ведь разница в стереотипах поведения между ними колоссальная. В чем же тут общее? Общее в двух моментах, которые нам удалось подметить: в отношении общества к человеку и отношение человеческого коллектива к природе. Вот эти два индикатора для нас и будут важны. Как мы вскрываем этнические отношения? Только исследуя модификации и изменения общественных отношений. В истории описаны общественные отношения, история – наша путеводная нить, нить Ариадны, которая помогает нам выйти из лабиринта, поэтому нам историю знать надо. Что же мы можем отметить для этой фазы становления этногенеза? Общество все равно, из кого состоящее, будь то арабы, монголы, древние евреи, византийцы, франки, говорит человеку одно: будь тем, кем ты должен быть. В этой иерархической системе, если ты король, будь королем, если ты министр, будь министром. Если ты рыцарь, будь рыцарем и не вылезай никуда, исполняй свои функции. Если ты слуга, будь слугой, если ты крестьянин, будь крестьянином, плати налог. Никуда не вылезай, потому что в этой крепко слаженной иерархической системе, составляющей консорцию, каждому человеку выделяется определенное место. Если они начнут бороться друг с другом за теплые места, а не преследовать одну общую цель, они погибнут. И если это случается, то они и гибнут, а в тех случаях, когда они выживают, действует этот же самый императив. Ну хорошо. А если, скажем, король не соответствует своему назначению? Свергнуть его, нечего с ним цацкаться.
А если министр оказывается глупым и неудовлетворительным, да отрубить ему голову. А если рыцарь или всадник оказывается трусоватым и недисциплинированным, отобрать лошадь, оружие и выгнать к чертям собачьим, чтобы близко и духом его не пахло. А если крестьянин не платит налог? «Ну, это мы заставим», — говорили они, — «это мы умеем». В общем, каждый должен был быть на своем месте. Из коллектива с таким общественным императивом получалась весьма слаженная этническая машина, которая либо ломалась, либо развивалась дальше и переходила в другую фазу, акматическую. Ее мы сейчас затрагивать не будем, поскольку ей будет посвящена отдельная глава. А пока зададимся еще одним немаловажным вопросом. Как отражается эпоха подъема на природе? Как я уже сказал, арабы и их эпоха подъема никак не повлияли на пустыню. Потому что арабские пассионарии довольно быстро из этой пустыни ушли и занялись своими военными делами. Европейцы в эпоху подъема были тоже заняты оформлением своих этносов в небольшие, но резистентные социальные группы, поэтому им было, в общем, не до того, чтобы уничтожать животных и леса. Природа отдохнула. Редкое население, которое осталось после всех солдатских мятежей, гибели римских провинций и римского управления, после походов варваров, которых тоже было очень немного, ограничило влияние на природу, и в Европе выросли леса. У Дорста это очень хорошо описано в книге «До того, как умрет природа». Так 2/5 Франции заросли лесом за эти годы. Расплодились, конечно, и дикие животные, и перелетные, и местные птицы, зайцы. То есть страна, обеспложенная, кастрированная цивилизацией, опять превратилась в земной рай. И тут оказалось возможным производить защиту этой страны. И оказалось, что имеет смысл ее защищать, потому что жить-то в ней хорошо, а враги были всюду. Что было в это время в Византии? В Византии был, в общем, тот же процесс. Было не до природы, и, кроме того, в Сирии, в Малой Азии, вокруг Константинополя был такой устойчивый, тысячелетиями отработанный антропогенный ландшафт, что вносить в него какие-нибудь изменения казалось глупо. Любой прогресс мог пойти только во вред, а не на пользу. «Стоп!» — должен был бы мне сказать профессор Покшишевский, который занимается проблемой урбанизации. А как же построение города Константинополя? Ведь Рим-то причинил колоссальный вред всему Средиземноморью. Константинополь был вдвое меньше Рима, но тоже большой, от 900 тысяч до 1 миллиона жителей. В принципе, казалось бы, должно быть то же самое. Но вот парадокс. Никакого вреда природе этот город не причинил, хотя и был окружен длинной стеной. Стена потребовала массу камня, много работы. В этом городе были великолепнейшие здания вроде собора Святой Софии. Его малая копия была у нас в Ленинграде на углу улицы Жуковского и Греческого проспекта, Греческий собор. Там были прекрасные дворцы, бани, ипподром, и люди жили не в условиях квартирного кризиса. Они жили в небольших коттеджах, окруженных садами. Константинополь был город-сад. И когда я спорил с Покшишевским о том, что не урбанизация причиняет ущерб природе, а люди определенного склада, и привел ему в пример Константинополь, он, зная дело, сказал: так ведь это же был город-сад. А я говорю: а кто вам в Москве мешает заниматься озеленением? Таким образом, в Византии создалась система, которая не нарушила биоценозов, оставшихся от древности, а только дополнила их построением великолепного города, жившего, в общем, за счет своих собственных ресурсов и привоза из далеких стран. Чего не хватало жителям Константинополя, спросим мы, как экономика-географы. В садах у них всяких фруктов было достаточно. Виноград тоже был, то есть вино у них было свое. Кроме того, у многих были поместья поблизости. Там были козы, мясо, молоко и опять же виноградники. Хлеб нужен был.
Но так как в Константинополе и других городах было великолепно развито художественное ремесло, предметы которого хранятся в лучших музеях Европы, греки возили их на продажу в Ольвию, в Херсонес и в Феодосию, а с низовьев Днепра и Дона везли от сарматов огромное количество хлеба и прокармливали все свое население. Кроме того, хлеб везли из Египта, так как там плотины еще не было, и поэтому плодородный Нил разливался и оставлял удобрения на полях. Урожаи были баснословные, египтянам хлеба девать было некуда, а они по инерции работали, потому что видели в этом смысл жизни. Предметы роскоши везли из Китая. Например, шелка своего не было, но он был очень нужен, потому что были вши. А шелковое белье спасает от вшей, поэтому шелк покупали. Китайцы очень неохотно его продавали и меняли, но выдавали даже бесплатно как дань своим кочевым соперникам. А греки тем давали опять же красивые вещи, всякие чаши, инкрустации, мечи, ожерелья, браслеты для женщин. Ведь женщинам-то красивые вещи нужны, они же их любят. Поэтому степные богатыри с удовольствием били китайцев, отбирали у них шелк и меняли у греков на подарки своим женам, так что греки получали шелковую материю, в общем, по сходным ценам. Пассионарный толчок в Византии тоже унес огромное количество человеческих жизней и культурных памятников, но для природы оказался спасительным. Итак, вспышка пассионарности – обязательные условия начала этногенеза, но характеристики этого процесса различны. Они зависят от уровня техники, который либо развивается, либо нет, если нет металлов и глины, как на островах Полинезии. Очень большое значение имеет первичная расстановка сил. Она может и сохраниться, и измениться. Культура наиболее консервативна и устойчива, вследствие чего новые этносы наследуют знания и навыки старых, уходящих в небытие. Из-за этого часто создается иллюзия непрерывности прогресса, но надо помнить, что и он подвластен законам диалектики, или, как их называли в древности, превратностям.